На учете врача-эндокринолога Карабулакской больницы 699 человек. Это люди, страдающие сахарным диабетом первого и второго типов. Большинство из них – пациенты старше 35 лет. Количество заболевших в последние годы увеличилось. Недуг молодеет, поэтому выявить его на ранней стадии значит облегчить себе жизнь. Проводим диспансеризацию определенных групп возрастов, вызываем этих пациентов для того, чтобы они проходили анализы, диагностические разные критерии. Если выявляется, например, повышенный сахар в крови, глюкоза выше нормы, то, соответственно, этих пациентов терапевты направляют ко мне на прием. Далее я обследую этого пациента уже по своим критериям, провожу определенный круг диагностики. Диспансеризация – это возможность для граждан страны бесплатно пройти необходимые обследования, удостовериться, что здоров, а если нет, то сразу приступить к лечению, пока еще болезнь на ранней стадии. Гражданам после 20 желательно проводить чек-ап раз в 3 года. Есть и те, кому необходима ежегодная диспансеризация. В первый этап диспансеризации – это анкетирование о состоянии здоровья, антропометрия, в которую входит рост, вес, и измеряет пульс, артериальное давление и выдают направление на лабораторные исследования. При диспансеризации положена консультация следующих профильных врачей. Это невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург и акушер-гинеколог. Также могут быть назначены дополнительные исследования, это рентгенография, компьютерная томография легких, колоноскопия, ФГДС. Всего по плану только в городе Карабулак диспансеризации подлежат 7989 человек. Большая часть из них уже прошли обследование у профильных врачей. Лечение тогда полностью проводили? Хейжат Ярыжева признается, что ее неоднократно лично приглашали на диспансеризацию. Но женщина не смогла выкроить время для своего здоровья. Сегодня она пришла к лор-врачу с сильными болями и уже запущенным гайморитом. Терапевт олчхолса, кардиолог олчхол, нейропатолог, эндокринолог. Сегодня отправила ее на снимок, жду со снимком, уже знаю, что там примерно будет. Если бы она пришла бы хотя бы неделю назад, можно было бы своевременно и уже более эффективное лечение провести. Сейчас будем пытаться сделать по мере возможности все, что в наших силах. А так было бы, конечно, хорошо, если бы они своевременно приходили на диспансеризацию, когда мы оповещаем их. Также на базе Карабулакской больницы функционирует лаборатория. Пациенты могут сдать здесь все анализы. По словам специалистов, здесь есть все необходимое оснащение для качественного обслуживания населения. У нас очень большой объем, разные спектры анализов, биохимический анализ крови, очень много параметров, клинический анализ крови тоже в развернутой форме. ИФА-диагностика туда входит и гормоны щитовидной железы, и онкомаркеры, и вирусные гепатиты. Согласно статистике, по стране причинами инвалидности и преждевременной смерти являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет и хронические заболевания легких. В лечебных учреждениях для граждан определяется индивидуальная программа обследования в зависимости от возраста и пола. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.